Доброго времени суток, дорогие телезрители! Мы приветствуем всех на телеканале Якутия-24. Сегодня проект «Мы вам покажем» находится в средней общеобразовательной школе номер 18. И рядом со мной преподаватель по технологии Иван Иванович Систов. Здравствуйте. Здравствуйте. Иван Иванович у нас народный мастер, и именно благодаря ему ученики сегодня имеют возможность заниматься таким интересным делом, как резьбой по кости. Правильно, да? По бивням мамонта даже, да, если быть точнее. И сегодня мастер-класс проведет непосредственно вот такой вот очень хороший и добрый учитель. Иван Иванович, расскажите, что мы сегодня будем делать? Брошь из бивня мамонта, вот такой круглой формы. Так, они двусторонняя, нижняя сторона, вот такая толщиной, и верхняя сторона. То есть вот из такая. двух деталей. Из двух деталей, она приклеивается. Клей пользуем момент, столер. Потом, где застежка сзади будет, вот такая застежка, да, она клеится суперклеем. Ну, обо всем по порядку, да? Ну, для начала, Иван Иванович, расскажите, как вы выбираете материал? Вот у нас здесь есть, да? Наглядно. Покажем, давайте. Значит, нижняя сторона выбирается такой шипа, она темная. Если хотите не темная, сверху белая, значит, где корка, она темная. Вот здесь, где Да, кора, да? где кора, она темная. Потом, где идет по центру, вот видите, вот белая, да? Белая. Темная, белая, потом темная. Да. Вот это белое делается из этого. То есть самая красивая часть должна быть из белого материала? Да. А то, что внизу, можно и потемнее, да? Да, потемнее можно. Так, получается, если смотреть вот так в разрезе, да, бивень мамонта, вот все, что темное, это не очень... Почему? Это тоже хороший. Это тоже хороший материал? Тоже конечно. хороший материал. Да. Вот видите, вот. Мы видим ваши работы, это вот натуральный цвет? Да, вот видите, с этой стороны она, вот смотрите, наполовину, если смотрите. Здесь темная, и видите, посветлее идет. Переливы, да, такие? Да. Естественным путем, Да. Дорогие друзья, если кто-то подумает, возможно, что у меня в руках находится какой-то мусор, на самом деле это дорогая вещь, бивень мамонта. И вот так вот он выглядит в исходном состоянии, а затем он превращается в красивейшие изделия, да? Ну, собственно, сегодня мы вам и покажем, как делается эта брошь. Хорошо. Итак, мы берем, значит, такую пластинку, да? Как она выглядит? Вот такая вся не очень, да? Вот такая симпатичная. она сперва. Дальше? Дальше что делаем сегодня, да? Да. Значит, сперва берем верхнюю сторону, отпиливаем, округляем. Это я заготовку сделал. Зашкуриваем, все готовим, да? Потом рисуем рисунок любой. Там олень, лошадь, все что угодно. Да? И рисуем прямо карандашом. Как на бумаге, да? Да, как на бумаге. И все, потом я буду сверлить, одевать лобзик и буду пилить. То есть это все ручная работа? Да, вся ручная работа. Ну, давайте поэтапно. Я, значит, буду наблюдать за тем, как вы работаете, а вы будете изготавливать вот такую красивую брошь. Вам тоже я бормашину дам. Давайте. Вот она как работает. Включаешь эту. Установлю, я проверю. Нормально. Вот так держите. И? Держите вот так руку. Руку вот так, палец большой вот так. Пальцем вот упираете Вот так. на руку. Допустим, держите, сейчас будете бы это округлять. Чтобы ровная поверхность стала, Вот да? видите? Грани надо Да, стереть. толстая она. Вот. Так, хорошо. Все, делайте, я вам. Это что нам? Нет, включить. Вот это. Так, моя задача сделать поверхность гладкую, да? Вот так, да? Ой, вот так и делаем, да? На себя вот так. Во, вот так. И вот так у вас дети занимаются, да? Тут? Сидят и занимаются на уроках технологий, да? Ой. А здесь всегда был такой предмет? Нет. Ну вот именно, только Нет. когда вы пришли, Да. да? А сколько вы лет работаете? 4 года. 4 года, да? И ребята охотно работают вот с бивнем мамонта, с костью? Да, очень. Да? Их отсюда я выгоняю, как бы говорится. Да? Ага. То есть не выгнать их, да, Ага. практически?
А сами вы откуда Сам. приобрели такие навыки? Я самоучка. Сами учились? Да. А где приобретаете материал? Это коммерческая тайна. Коммерческая тайна, хорошо. Если вы хороший мастер, да, вы не должны покупать это. Они сами тебя должны найти. А, и сказать вам сделать, да? Сделай это. У меня есть бивень, да, вот таким размером, да. Сделайте это и за работу получаете, допустим, материал. Я обычно так делаю. Я не покупаю. Ну, а дети же могут вот работать. Ну, наверное, вы не всегда же бивень мамонта даете, да? Урок-то? Школьникам. Ну, на уроках, да? Урок по программе идет. По древесине. Вы сейчас, получается, вырезаете По контуру, по контуру. по рисунку. И это вот так незамысловато. Смотрите, такая самодельная, да, у вас вещь здесь, да? Брусочек, какая-то вот железяка, да? Или все косторезы так работают? Нет, все по-разному. Ага. У кого-то есть лазерная резка, наверное, да, когда там аппарат вырезает, а у вас вот так все вручную? Нет, все эти старые мастера, все работают вручную. Вручную, Да. да? Лазером вот так не сделаете. Смотрите, все это сами же сделали, да? Это все самое. Смотрите. Этому лобзику почти 30 лет. 30 Этому лет? тоже. 30 лет лобзику и 30 лет вот этому, Да. я бы даже не сказала, что это, подручному средству, так сказать, да? Да. И видите, как ловко получается вырезать очень мелкие детали. А у вас есть художественное образование? Нету. А как вы умеете рисовать так красиво? Ну, я с детства рисую. А вот резьбе по кости учились самостоятельно, да? Да. Когда был студентом, голодные 90-е. 90-е начал работать. Помните первую свою работу? Да, помню, когда я бивень мамонт первый раз покупал. В то время продавали в объявлении, знаете, да, объявление. Там бивень мамонта продают, меняю на квартиру. Да? Такие были, да? Да, такие были времена, 90-е. И вот так, деталь за деталью, вырезает у нас Иван Иванович брошь, да? То есть у нас здесь такой олень. Вот посмотрите, что должно в итоге получиться. Олень вместе, вот такой 3D-эффект, я бы сказала, да? Такой он очень красивый. И сколько лет вы, получается, уже более, наверное, 20-30 лет, да, работаете? Да, работаю. Ну, допустим, можно же работать и с костью, там, рог, да? Не, урок знаете, чем хуже? Почему хуже? Она воняет. Да? Да, запах у нее такой неестественный. Как будто сжег что-то, бумагу какую-то или краску какую-то. А вот бивень мамонта, он как-то это, ну не знаю, лучше. Это все мастера скажут так. Ну, мы видим здесь готовые работы, да, это кулончики какие-то, да. Вот, посмотрите, еще одна красивая брошь. Это, видимо, цветочек сардана. Тут же такой процесс, что назад пути нет. Вот если испортили, то все испортили. Да, это не золото, его не расплавишь, Да. заново не сделаешь. То есть надо быть всегда все под контролем держать. Но уже тупеет пилка. Не хватит ее, чтобы вырезать такую маленькую брошь? Не знаю, может хватит, может сейчас сломаться может. Потому что она нагревается. Сила трения тут огромная. И пилка, зубья маленькие, да? От размера зависит. Есть крупные пилки, которым можно вовсе корпус пилить. Можно вот такие пальцем толстые такие, можно такие толстые пилить. А тонкие, вот тонкие для только мелкого работы. Но дети у вас тоже работают только по уроку технологии, да? То есть вы им не даете вот так работать с бивнем мамонта? Даю. Даете? Даю, Разрешаете, да? Ага. То есть, может быть, они скоро у нас будут
известными мастерами тоже? Да, могут, конечно. Благодаря вам, Но, да? но Но тем временем вот мне Иван Иванович дал возможность здесь, так сказать, отшкурить, зашлифовать кусочек, и он уже стал гладким. А вот это вы сделали, почему она так блестит? это же как бы бивень же, да? Это как бы зуб. Она вот от души внутри выходит блеск. А, да? Да. То есть это ничем не лаком, ничем Да, не она вот покрытая? такая была. Вот такая была. Белая, матовая. Да, вот такая была. Потом шлифуешь его, и вот такой становится. И само собой становится вот такой, как лакированный, да? Очень интересно. Даже одной пилки хватило. Я думал, очень много сломаю, думаю. А сегодня вот ребята занимаются на уроках технологий, да? Что больше всего нравится делать мальчикам, допустим? С чем работать? У вас тут, я вижу, много инструментов. Чем? Да, что больше нравится? Ну, если есть желание работать, они работают. Если нет желания, не могут и не работать. Не заставишь. Да. А девочки что любят больше делать? Девочек я не учу. А, вы не обучаете? Только мальчики. Только мальчики. Все. Вот так вот, дорогие друзья, минут 10, и вот это очень такое кропотливая такая работа закончена. Так, сейчас берем вторую деталь. Берем этот клей. Да, берем такую длинную палочку. Все у вас, да? Такое самодельное. Да, так сказать. сейчас самодельная. Палочку берем, клей. Клей берем. Так. И заклеиваем. Вот так. Край только. Только. Аккуратно. Клея не должно быть сильно много. Вот люди думают, тем больше буду клеить, тем больше будет держать. Нет. Тем тоньше слой, тем крепкий держит. То есть в этом случае Да. перебарщивать не стоит. Чуть-чуть надо. Так, где удобно будет. Вот так. Все. Ложишь. Давишь. Там берешь зубочистку. Где-то у меня тут зубочистка была. А вот она. Берешь тоже тряпку. Сюда ложишь вот так. И вот эту лишнюю часть вот так убираешь. Вот так. Итак, у нас есть база, да, под брошь, потом вот мы вырезали нашего оленя, да, и, собственно говоря, брошь готова. Нет. Еще что делать будем? Сейчас потом узоры буду делать. А, вот окантовочку, да, эту? Да. Так, мы продолжаем работу. Так, Иван Иванович сейчас пытается придать идеальную форму, да, нашей броши. А самое сложное в работе вот, Да, так нет. Уметь надо просто. И очень много практики нужна. Большая практика нужна. Если у меня сейчас практики не было, я вот одной пилкой не распилил бы. Да? А что, как и рисую, да и все. Тут ничего у меня это суперсложного нету. а сколько примерно может стоить такая брошь? Ну, в районе скольки? Тысячи, сотни рублей, сколько? Вот такая Ну, вот. на рынке, ну, в магазинах, на рынке. Сколько это? Не знаю. 5, 6, 10, 20? Нет, нет. Штук 3, наверное. 1003, да? Да. Так, сейчас буду на глаз. Центр. Центр на глаз. О, то есть вы даже вот так ни рисунков не Да. делаете, сразу начинаете. Сразу. Видите, какой мастер? Он даже не сделал никаких рисунков, он считает, что здесь значит здесь. Вы знаете, запах такой, как будто мы находимся у стоматолога. Вот запах один в один. Как будто бы мы находимся в кабинете у стоматолога. Вот такие красивые узоры делает Иван Иванович. Без каких-либо размеров, замеров. Просто вот на глаз видит и делает.
А какую из своих работ была самая-самая сложная, помните? Прям ночами не спали. Была такая? Не, такого не было. Все легко дается, Да. да? Когда работа нравится, когда работа что-то приносит, вот тогда можно работать. Не будет так себе, как говорится. Ну а вот вы работаете в бивне мамонта давно, да? А на сегодняшний день бивня стало меньше? Нет, Или он Нет, есть? он есть. Материал есть, да? да, И мастеров у нас много, да? очень много. Вот просто так сели и стали вырезать? Да. И вот это Сперва я работал обычной дрелью. Ну, все обычно было. Потом первую бормашину купил. Вот так и пошло. Когда еще студентом был. Вот сравните строй был. Видишь, линия какая-то. Там тоненькая линия такая, А да? тут пошла, вот видите? А тут будет чуть потолще, да? Да. Каждая. Ну, наверное, в этом и есть тоже прелесть, да, своих изделий. Никогда не бывает Да, точь-в-точь, да? повторений не бывает. Иван Иванович, а бывает такое, что вы недовольны своими работами? Сделал, смотрите и думаешь, что-то не то сделал. Ага, бывает, ага. Бывает, да? Ага. И что в этом случае делать? Переделываете или Выбрасываю их, короче говоря. выбрасываете, да? То есть такой самокритичный, да? Да, Иногда да. Плохую лучше не делать. Ну, это редко бывает. Но бывает. вот так. И прямо на ходу Иван Иванович переделал дизайн броши, да? Решил, что будут другие немножечко узоры, но от этого она не стала менее симпатичнее. Так, здорово. Сейчас она, сейчас мех пойдет немножко, уши сделаем. Сейчас уже все. Сейчас зашлифуем. Видите, это монета. Даже тут у него что-то самодельное, посмотрите. Вот так вот. Иван Иванович даже и здесь себе сделал в помощь, да, монетку взял рублевую и сделал ее как, что это, как база для шлифовки, да? Вот так вот. Все у него идет в дело. Настоящий мастер. Все, сзади, сбоку, спереди. Здесь не переборщишь, да? Не. Иван Иванович, а сколько вам лет понадобилось, чтобы вот научиться работать Сколько лет? косторезом, да? Ну, примерно. Лет 5, наверное. Лет 5 учились, портили материал, да, а потом уже стало получаться, да? Нет. Уже можно было через 5 лет продавать работу. А первые 5 лет просто делали Да, для как себя, бы. да? То есть, по сути, в принципе, вам для работы нужно совсем немного, да, для работы. Это вот такие инструменты, буквально 1, 2, 3, 4, 5, да?
Самое главное, машинка, да? Ага. И все, и материал, да, и вы можете сделать все, что угодно, да? Да. Не все что угодно. Там для больших работ другая бормашина нужна. Это же маленькая для зуботехнический этот, германский. Ага. А бывает фалидомы, там американские хорошие бормашины тоже. Так, где этот? Ага. Все, сейчас измерим-ка, ровно получилось, нет? Подходит, не подходит? Идеально. Все. Глаз алмаз. Ага. Сейчас вот это поставлю. Ага, стоп. И зашлифую. Ну и сейчас Иван Иванович делает финальный этап. Это шлифовка для того, чтобы наше изделие стало блестящим. Финальный этап, приклеиваем застежку, да? Вот и все, каких-то 15-20 минут, и брошь из бивня мамонта наша готова. Немножко постоит. Угу. Все. Так, стоп, дай туда. Вот так, буквально за полчаса максимум, да, Иван Иванович сделал потрясающую брошь из бивня мамонта. Ну и, конечно, это не только красиво, да, но это и очень так знаково, да, потому что все-таки подобные броши, да, из такого материала делаются только в нашей Якутии, только такими мастерами, как Иван Иванович. Спасибо вам большое за мастер-класс. Ну а мы, дорогие друзья, увидимся уже скоро. До новых встреч!